Продолжаем эфир нашего канала программы новостей и коротко о главных темах выпуска. Сход лавины на дорогу произошел в Тампонском районе Якутии. Инцидент затруднил движение по трассе. Все въезды и выезды закрыты в Алдане. Сотрудники госавтоинспекции обеспечили соблюдение карантина в городе. Православные сегодня отмечают вербное воскресенье. От каких традиций верующим из-за пандемии пришлось отказаться в этом году? Сход лавины на дорогу произошел в Тампонском районе. Инцидент случился на федеральной автодороге Колыма на участке Черный Прижим. Из-за потепления и оттайки произошел сход лавины на одну полосу. Дорожные работники оперативно ликвидировали сход, проезд обеспечен. Госавтоинспекция призывает быть внимательными на дорогах, выбирать безопасный скоростной режим с учетом дорожных и погодных условий, соблюдать безопасную дистанцию, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения. Выезд и въезд в Алдан закрыты. С сегодняшнего дня введены ограничения передвижения в связи с введением карантина. Автомобильное движение контролируется нарядами ГИБДД. Оно закрыто на примыканиях в город. Это 639-й километр кафе «Гиви», 646-й километр АЗС и перекресток федеральной трассы и муниципальной дороги в поселке Солнечный на 641-м километре трассы. Транзитное транспортное движение на федеральной автомобильной дороге Лена осуществляется в штатном режиме. Ограничения будут действовать до особого распоряжения. Все меры, необходимые по указу главы республики, принимаются. Въезды и выезды у нас перекрыты органами внутренних дел и Росгвардии. Движение межвселенного транспорта прекращено. На сегодняшний день сейчас решаются вопросы снабжения, жизнеобеспечения города. Что касается больницы, то больница работает. В обсерваторе у нас 71 человек лежит. 7 человек в инфекционном отделении, 5 подтвержденных, 2 под вопросом, пока ждем анализов. Так все идет пока в таком в усиленном режиме. И нарастая, силы и средства, нарастанием применения наших сил и средств для того, чтобы мы максимально смогли ликвидировать эту вспышку. Напомню, что указ о введении карантина глава Якутии подписал сегодня ночью. Это связано с усложнившейся эпидобстановкой в регионе. За минувшие сутки 3 новых случая заболевания COVID-19 выявили в Алдане. 2 из них контактировали с семейной парой, которую позавчера изолировали, и анализы показали положительный результат на коронавирусную инфекцию. 3-я заболевшая – это местная жительница, не имевшая контактов с зараженными алданцами. Ранее она прилетела через Москву из Кисловодска. Мероприятия по выявлению ближайших контактов продолжаются. В связи с этим в Алдане введен режим карантина. Это уже не самоизоляция, это на самом деле режим уже другой. Он введен согласно представлению главного санитарного врача республики. Запрещен въезд и выезд из Алдана для всех категорий, кроме спецслужб, правоохранительных органов, служб по чрезвычайным ситуациям и жизнеобеспечивающих структур, обеспечивающих завоз продовольствия и товаров первой необходимости. Запрещена работа всех предприятий, кроме предприятий, опять же, торговых предприятий, продажи продуктов питания и товаров первой необходимости, а также правоохранительных органов, учреждений здравоохранения, Роспотребнадзора и других, опять же, жизнеобеспечивающих жизнь города служб. Вводится пропускной режим на въездах и выездах из города. Патрулирование города будет осуществляться силами МВД и Росгвардии. Любые, еще раз говорю, действия по въезду и выезду из города запрещены. Перемещение граждан также ограничено и будет проводиться именно весь комплекс мероприятий, связанных с введением режима карантина на территории города Алдана. Оно вводится с сегодняшнего дня и до нормализации ситуации. Районы в оперативном порядке должны информировать республиканский оперативный штаб о возникающих трудностях. Руководитель администрации главы и правительства Афанасий Владимиров провел очередное совещание по недопущению распространения коронавируса в режиме видеоконференц-связи с оперативными штабами Алданского и Ленского районов.
Заболевшие находятся в инфекционной больнице на лечении. Службами Роспотребнадзора совместно с учреждениями здравоохранения и МВД проведена работа по определению контактных лиц. В оперативном порядке приняты необходимые меры для их изоляции. Кроме того, руководитель администрации дал указание усилить работу по санитарной обработке и дезинфекции. Состояние одного пациента средней тяжести, двух других стабильное. В Якутской клинической больнице рассказали о состоянии пациентов, больных коронавирусной инфекцией в Якутске. По информации главврача учреждения, в ЯКБ находится 3 пациента. Диагностические мероприятия и лечение проводятся в полном объеме. Медицинские работники еще раз призывают горожан соблюдать режим самоизоляции. Достаточным количеством средств индивидуальной защиты обеспечен Хангаласский район. Об этом сказал главврач районной больницы Нюргун Степанов. Местная администрация закупила и передала медикам 100 противочумных комбинезонов многоразового использования. К слову, в точно таком же костюме президент Владимир Путин посещал московский госпиталь для больных COVID-19. Также в учреждении в наличии имеются специальные респираторы, рассчитанные на 18 часов ношения. Дополнительно поступят медицинские маски, направленные из китайской провинции Хэйлунцзянь. Комбинезоны и респираторы, а также очки, перчатки и прочие защитные средства распределили между медицинскими учреждениями района и бригады скорой помощи, в том числе находящимся в сельских населенных пунктах. Мы на скорой помощи сейчас создали отдельную бригаду специализированную. Эта бригада у нас занимается забором анализов, эвакуацией контактных там, и так далее. Выезжает вплоть до Улаханан, Титары, вот ездят они, да. Там вот в Наслегах у нас медики сейчас этим не занимаются. Где вот специализированная бригада достает, там и ездим вот этой бригадой чисто отдельной. Они там прошли специальный инструктаж, имеют вот эти все средства защиты, специально обучены. Кроме того, в конце смены организована площадка для дезинфекции автомобиля по всем правилам. Там производится помывка, обработка дезинфицирующим раствором и устанавливается там специальная ультрафиолетовая лампа, чтобы обеззараживание. И костюмы они тоже вот специально снимают в определенном месте и проводится также их обработка. Сейчас на территории Хангаласского района действует инфекционное отделение на 16 койко-мест в поселке Махсагалох для пациентов с подозрением на коронавирус и обсерватор на 80 койко-мест в селе Чапаево для лиц, контактировавших с больными. Учения на случай угрозы распространения коронавируса прошли в Айхальском горно-обогатительном комбинате. За ними наблюдала и готова поделиться подробностями наша коллега Оксана Мезенцева. На одной из производственных площадок Айхальского ГОКа прошли учения. Отработали действия при выявлении больного коронавирусом. По легенде, электрогазосварщик карьеры «Юбилейный» с признаками коронавирусной инфекции был доставлен в здравпункт предприятия. Условно больного в средствах защиты здесь же осматривает персонал медицинского центра «Алроса». Берут необходимые анализы, расспрашивают, с кем контактировал. Работника временно изолируют в здравпункте. Необходимо вызвать скорую и Роспотребнадзор. Все службы, ответственные лица оповещены. Условно больного готовят к транспортировке в Айхальскую городскую больницу. Тем временем на участке, где работал зараженный, выдают защитные маски и перчатки. Перекрывают первый этаж административного здания, где и находится здравпункт. Проводят и ряд других оперативных мероприятий. Незамедлительно проводится дезинфекция помещений, осматривают и рабочее место зараженного. Специалисты Роспотребнадзора дают оценку эпидемиологической обстановки на предприятии. Тренировка показывает, что какие пробелы у нас есть, какой персонал должен действовать. Чего-то, каких-то условий, может организационных, может технических, мы не учли для того, чтобы полностью обезопасить наш персонал от заражения, возможным заражением коронавируса. Меры по профилактике коронавируса в Айхальском комбинате были усилены 2 недели назад. Во всех цехах каждые 2 часа проводят дезинфекцию помещений. В управлении комбината на каждом этаже установлены сенсорные дозаторы с антисептическим раствором. Производится регулярная уборка коридоров и кабинетов. Особый контроль за состоянием здоровья сотрудников в каждом цехе. Все работники карьеры «Юбилейные», кто проходит предсменный медосмотр, замеряется температура. Также все работники, включая меня, проходят медосмотр.
Аналогичные учения по отработке действий при выявлении больного коронавирусом прошли и на других площадках компании «Алроса», в том числе в Удачнинском и Мирнинском ГОКах. В тренировке были задействованы специалисты медцентра, скорой помощи и Роспотребнадзора. На предприятиях в работу будут внедрены алгоритмы действий при обнаружении сотрудника с подозрением на коронавирус. Оксана Мезенцева, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». Часть бизнеса освободят от уплаты аренды на 3 месяца. Ряд малых и средних предприятий не будут обязаны платить за аренду федерального имущества, составляющего государственную казну, в том числе земельных участков за апрель, май и июнь. Решение распространяется на фирмы, работающие в сферах авиаперевозок, автоперевозок, культуры, досуга, развлечений, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, организации выставок, оказания бытовых услуг населению. Также в перечень вошли организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения. Кроме того, судебные приставы приостановили проверки бизнеса до конца года из-за пандемии. Православные сегодня отмечают Вербное воскресенье. По традиции, в это утро верующие направляются в церкви на службы, чтобы вознести благодарственные молитвы, а также осветить веточки вербы. Однако пандемия коронавируса внесла коррективы в многовековые традиции. Эксперты и многие священнослужители рекомендуют молиться дома перед образами, не подвергая себя опасности заражения. Осветить веточки вербы можно также самостоятельно. В одном из храмов Якутска этот обряд в целях эпидбезопасности провели на улице. Впервые мы предприняли сегодня под благословением нашего владыки, архиепископа Якутского Ленского Романа, освящение верб вай на улице. Для того, чтобы это совершилось на воздухе, для того, чтобы то количество прихожан, которое сегодня превышало, возможно, количество людей, которые могут находиться в одном помещении, для этого мы вышли на улицу. Для этого мы установили здесь икону. И этот образ, эта икона будет находиться здесь в течение всей Страстной недели, в пасхальные дни. Также сегодня в России отмечают День космонавтики. В преддверии праздника с космодрома Байконур вывели на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-16» с экипажем из 2 россиян и американца. Перед началом миссии космонавты пообщались с журналистами и рассказали, как повлияла пандемия коронавируса на их подготовку и сам полет. Материал Максима Кардозу. Кажется, что мир уже не будет прежним. Из-за пандемии коронавируса отменяются крупнейшие спортивные мероприятия, деловые форумы, закрыты магазины. Люди осваивают удаленку, дистанционное обучение. На подходе мировой экономический кризис. Но одно остается неизменным. Полеты в космос COVID-19 отменить не смог. Правда, внес некоторые корректировки. В этот раз те меры безопасности, которые были приняты, они были еще более объемлющими. Мы с Ваней, наверное, последний месяц жили в Звездном городке, и Крис, наверное, тоже около месяца провел в Звездном городке на карантине. На Байконуре мы уже находимся более 2 недель тоже на карантине. В этот раз не разрешили провожать космонавтов на орбиту и родным, хотя этой традиции уже много лет. Мы, как экипаж, пострадали из-за этого вируса. Таким образом, что к нам перед стартом не могут приехать наши родные и близкие. Но также мы понимаем, что весь мир страдает из-за этого кризиса. Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы сейчас с нами были наши семьи, но мы понимаем, что нам нужно вести себя именно так, чтобы оставаться в безопасности. Космонавты шутят, что на орбите у них тоже будет самоизоляция. Правда, вопрос, чем себя занять, не стоит. Запланировано много экспериментов, выход в открытый космос, обязательные занятия спортом. В свободное время можно почитать. Главное, не переедать. И это очень важно для корабля «Союз». Есть определенные ограничения по разнице веса между членом экипажа, который сидит в левом кресле, и членом экипажа, который сидит в правом кресле. Таким образом, если мои коллеги будут рыться в холодильнике, они должны сделать это как-то так, чтобы их вес менялся одинаково. Также космонавты рассказали, что сейчас набор в звездный отряд в России открытый, и каждый желающий может проверить свои силы. Вся информация есть на сайте Роскосмоса. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва. На этом пока вся информация. До встречи в следующем часе.